Здравствуйте, это «Вечерняя смена». Сегодня в нашем эфире. «Женская тотально» – так называется выставка молодой художницы. О роли женщины в жизни говорим с Ириной Яковлевой. Супруги российских военных участвуют в фотопроекте «Жены героев». Организаторы и участники проекта через несколько минут. 2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. В нашей республике официально он стартовал сегодня. В студии временно исполняющей обязанности ректора Северостинского государственного педагогического института Алана Гагиева. Выставка под названием «Женская тотально», приуроченная к Международному дню, проходит в эти дни во Владикавказе. Около 30 работ – это личные размышления главной героини, которых является женщина. О роли женщины в жизни, о ее мудрости и таланте, о способах самопознания и исследования мира в творчестве молодой художницы Ирины Яковлевой. Сегодня она гостья нашей студии. Добрый вечер, Ирина. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну вот, как прошла выставка? Она началась 6 числа? Да, 6 числа, в понедельник. Необычный день, не как всегда в пятницу или в субботу. Но прошла она интересно. Было много людей интересных. Какие-то отзывы уже услышали? Да. Ну, мой отзыв главный — это что? Для вас какой он важный, меня, да? Чей для отзыв? меня это, наверное, близкие мои люди, мои преподаватели. Ну вот в этой выставке вас интересуют в основном такие романтичные женщины, да, спокойные, какие-то одухотворенные, что ли. Почему именно этот образ женщины? Ну, я бы не сказала, что всегда они одухотворенные и спокойные. Да? Бывают моменты, что они бывают с характером, с характером и интригующие, и они разные. То есть каждый день женщина бывает разной. Вообще я человек любознательный. Я люблю рассматривать, изучать людей. И так я переношу, наверное, свою насмотренность на свои холсты, на картины. Поэтому так получается, что они все разные. Ну вот, ну, наверняка источником вдохновения изначально была мама, нет? Да, да? Все из детства идет. Я с детства наблюдала за мамой, потому что вы не соврете, вы знакомы с моей мамой. Эта женщина до кончиков пальцев, вся прям женщина. Ну, для телезрителей тогда объясню. Мы знакомы с братом, да, мой коллега Хасан Кариев, поэтому маму я знаю. Да. Но с творчеством Ирины познакомилась недавно. Недавно. Вот. И мама как эталон красоты для меня была с детства. И у нее настроение было всегда разное. То есть она была ну, до сих пор она такая, прям женщина-женщина. Ну, не было бы такого, чтобы она бы вышла не накрашенная, некрасиво одета. То есть она особое внимание уделяет деталям. И это тоже может сказаться, ну, вот сказывается и на моих работах. Детали. То есть я не только женщин изображаю, я посвящаю много и технике. Да, техники. Во что одета женщина, да? Окружению, вот. А вот можно посмотреть, я попрошу режиссеров, да, ваши работы. Там на фотографиях есть еще и где-то птички я видела. Птички. Да? Почему? Ну, это такая, ну, это больше про мимимишность. Птички у меня ассоциируются тоже с нежностью, мягкостью, с легкостью. Мне кажется, это сочетается с девушками. И это как друзья, наверное, скорее всего. Да. Вот это что за работа? Ну, у меня была серия работ, кстати, силуэты. Уже, конечно, все раскуплены. Что-то осталось. Вот так через образы женские, так проще познать себя? Скорее всего, да, я изучаю женщин, и при этом я познаю и себя, потому что мне близка тема женщин. Почему? Потому что, во-первых, я сама женщина, и я расту, изучая других, рассматривая других, общаясь с другими.
У меня окружение очень интересное, у меня подруги прекрасные, я обучаюсь и у них. У меня, кстати, в картинах присутствуют прям вот образы моих подруг, но это бывает случайно. А вот мы, зрители, мы можем не себя... Да, каждый зритель через может... эти картины, Конечно, да. Мне очень часто пишут люди, незнакомые мне. Знаете, я нахожу свой образ в ваших работах. И это прям нереально Вот нам приятно. часто говорят коучи, психологи, что очень важно женщине полюбить себя. Да. Вот как это сделать? Через ваши работы вам это помогает? Вот полюбить себя? Конечно, помогает. То есть ты начинаешь больше присматриваться к себе, изучать себя. И, наверное, приходит любовь к себе, наверное. Больше изучения. Изучение. На странице арт-пространства галерея, где, в принципе, и выставка ваша, прочитала такую мысль, пост, процитирую. Ее работы, про ваши работы, говорится в тексте, ее работы могут обогатить нашу с вами повседневность. С одной стороны, работы узнаваемы, похожи друг на друга, с другой совершенно разные. Некоторые напоминают античные иллюстрации к мифам, другие рассказывают о Средневековье, третьи можно отнести к Серебряному веку. Вот для вас эти работы, они какие? То есть они одинаковые, они разные? Они разные, потому что я пытаюсь сохранить в себе то, что я изучала на протяжении своих лет. То есть у меня уже нормальный бэкграунд, и то, что я смотрю, то, что я читаю, то, что я вижу, я переношу, воплощаю в своих работах, да. Так что, да. Ну, вы окончили художественное училище, то есть изобразительное искусство, оно со мной с детства, детства, да? с 6 лет, да. Наверное, на 1 год я только прекращала свою творческую деятельность, потому что я была в раздумьях, надо мне это или не надо. Но все-таки я поняла, что да, я без этого не могу. То есть я могу сказать про себя то, что я счастливый человек, нашла себя. Ну, не прям так нашла, но нашла свою деятельность, которая приносит мне удовольствие. А сколько времени приходится работать над картиной в день? Ой. В день? В день, знаете, там, я могу сказать, сколько я вообще отдыхаю, ну, и сплю, то есть около 5 часов. Остальное время это вся работа. То есть надо постоянно трудиться, постоянно рисовать, смотреть, изучать. Не только же рисуешь, надо быть в ногу со временем, даже опережать время. Вот. И я стараюсь. Вы ученица, вы вот закончили художественную школу, потом Северостинский госуниверситет? Нет, я сначала художественная школа имени Тавасиева. Училище, да? Потом я поступила в училище художественное, на отделении дизайна училась. А потом, ну вот у меня был как раз перерыв в год, нигде не была. И через год я поступила в СОГУ. А вот Ахшар Есенов, Да. вы ученица его? Он мой наставник. Наставник. Он мой коуч. Да, он очень повлиял на мое творчество вообще в целом и на меня. До сих пор я прислушиваюсь. И это для меня большое значение имеет, его советы, даже вот не то, что советы, а наставничество какое-то, но я вижу в нем как старшего. Пример, да, какой-то Да. пример. А вот когда, к примеру, журналист оканчивает вуз, он понимает, что после того, как он закончит учиться, он идет на телевидение, там, на радио или в газету, у него будет место, рабочее место, и тут он будет работать. Как у художника. Вот художник заканчивает школы, дальше куда? У каждого свой путь, то есть каждый выбирает. То есть Вы куда пошли? У вас есть свое место, рабочее место?
У меня нету мастерской, начнем с этого. То есть да. должна появиться мастерская Ну, лично. вообще желательно, конечно, иметь мастерскую. То есть художник художника, должен сам потому приобрести себе помещение. что, ну, Это не проблема сегодня? проблема. Проблема. Но молодые художники справляются с этим как-то сами. Ну, то есть, если ждать места от государства, наверное, много лет должно пройти, потому что нету, наверное, мест в городе. Ну, я не особо разбираюсь в этом, но говорю по себе как. Я снимаю квартиру, но, конечно, место небольшое, потолки низкие, и света не особо много. Хотя я живу на 13 этаже, но все равно это не мастерская, там не помашешь кисточкой, то есть надо следить за порядком. Все равно как-то все равно в рамки тебя загоняет. Поэтому для художника важна мастерская, свое место. Есть такая фраза, я понимаю, что она уже, может быть, оскомину набила, но тем не менее каждый вот в эту фразу вкладывает какой-то свой смысл. Художник должен быть голодным. Да, я голодная. Я голодная в каком плане? Я голодная для информации. То есть мне всего мало. Я хочу изучать, смотреть, больше знать. И, ну вот у меня как день проходит? Я должна что-то узнать новое. Потом у меня идет под вечер уже какая-то диалог с самим собой. Что же я узнала? Что я могу донести уже через картину, может быть. То есть надо быть любопытным и голодным. Ты работаешь в декоративной живописи, правильно? Ну да, стилизованная живопись. Картина, которая в кафе «Горка», тоже твоя работа, да, на потолке. Да. Это Роспись. декоративная? Роспись. Ну, вот это и есть декоративная Но живопись? это не лично моя работа, это копия картины Марка Шагала. Да, да. Знаменитая, кстати, работа. Ну, картина известная, да, но изображение твое, ты. Ну да, рисовала Рисовала. я со своей подругой. Да, мне помогала подруга. Как это было возможно? Потому что там потолки высокие, как можно было достать? Было Да, очень вот это всё. сложно, было, конечно, страшновато, потому что это первый мой опыт потолочной живописи. Ну, мне поставили леса. Я Это такая, лестницы, да, Да, такие? строительные леса. И, ну, так как я такая безбашенная немножко, люблю приключения, для меня не составило труда как-то залазить наверх. Но мне было интересно. Это был такой вызов какой-то для себя, потому что это впервые, когда впервые особенно интересно, справлюсь я или нет. А по времени сколько заняла эта работа? Знаете, чуть больше недели. Ну, в принципе, я не знаю, это много или мало? Мне кажется, Нет, это быстро. быстро, да. Ну, я, да, не люблю церемониться. Сегодня можно сказать, что академическая живопись, она, в принципе, потихонечку умирает Нет, или может умереть. я не думаю. Академизм, он всегда академизм. То есть это база, я считаю. Конечно, современные работы, Сейчас более часто мы видим, да, Да. современное искусство. но все равно в школах изучают, начинают с академизма. Без него ты не научишься рисовать. Это начальный этап. Поэтому почему я столько лет и учусь, и до сих пор учусь. Но для зрителей это интересно. Думаю, конечно, интересно. На все есть спрос. Что в будущем? Есть какие-то планы? Вот эта выставка, она, кстати, пройдет до какого числа она? До 6 месяц выставка, до 6 апреля. Это арт-пространство, да, галерея? The Gallery, да. Ага. И можно даже адрес назвать, потому что если кого-то Да, заинтересовало, Новая, можно сходить и новая галерея, The Gallery, но на углу улицы Ленина-Горького. Очень интересное пространство. Я люблю этих людей, вообще это уже мои друзья, потому что Люда Томеева, которая хозяйка этой галереи,
Мы уже знакомы около, наверное, 4 лет. И поэтому она одна из первых, которая начала поддерживать мое творчество. Я ей за это очень благодарна. Вот. И что еще хочу сказать, то, что у нее всегда бывают интересные идеи, с ней не соскучишься. Вот. Как-то заряжает она меня. Прекрасно. Вот хорошо, когда рядом такие люди, которые могут поддержать. Но вот в ближайшее время есть еще какие-то Да, выставки? сейчас Планируется? планирую я, в сентябре у меня будет еще персональная выставка, но это уже будут совершенно другие работы. То есть, мой стиль. Но я не буду выдавать всех секретиков, конечно, чтобы вас удивить. Персональная выставка пройдет Она пройдет в Нацмузее. в Национальном музее. Да. В выставочном зале вот на Горького в сентябре. Ну вот, коль мы заговорили о том, что вы любите расписывать стены, да, и вам это нравится, вот не было ли желания, к слову, украсить там стены наших улиц, я не знаю, в городе, в Владикавказе? Это у меня в планах, конечно. Даже в планах? Да. Конечно, мне надо с определенными людьми это все обсудить, А показать. что это может быть? Я думаю, это же моя... Продолжать свою стилистику, наверное, это женщины. То есть все-таки это женские образы, Я да? думаю, да. Тоже. Это образы женщин. Почему нет? Они уже полюбились моим зрителям. Так что, да. Спасибо большое, Ирина, Спасибо спасибо вам. за интервью. Ну что ж, я желаю удачи, успехов, и в нашей студии мы всегда Спасибо рады. большое вам. Спасибо. Спасибо. У нас реклама, далее продолжим. Супруги российских военных участвуют в фотопроекте «Жены героев». Впервые он появился в Самаре еще в прошлом году. Выставки прошли в разных регионах страны. Сегодня его можно увидеть и во Владикавказе. Акция «Китель мужа на женских плечах» — это как символ верности и единения. У каждой из этих женщин есть кем гордиться. Сегодня в студии организаторы и участница проекта. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Но пока организаторами вас можно так назвать, вдвоем, да? Почему решили заняться этим проектом? Мне кажется, это актуальный проект на данный момент. Любой женщине, которая ждет своего мужа с места боевых действий, есть кем гордиться, чем гордиться. Я думаю, что она с радостью покажет это на более широкую публику, чем своих знакомых. Проект для тех, кто ждет и кого ждут. Но это ваша инициатива была, да? То Да. есть вот взять просто, а вот услышали, да? Как это получилось? Мы знали, что такой проект есть в других городах, но у нас в городе мы не слышали об этом, что проводил кто-то. Мы решили сделать такое. Мы собрали команду, у нас 2 фотографа, еще один фотограф нам безвозмездно предоставляет студию, Борис Тменов, спасибо ему большое за это. У нас есть девушки, парикмахер и визажист, которые помогут нашим героиням. Это все бесплатно? Все бесплатно. полностью Проект бесплатно, абсолютно акция полностью бесплатный. все Все, бесплатно, кто да. откликнулся принимать участие в этом проекте, они все на безвозмездной основе. И вот они будут помогать нашим героиням немножко подправить образ прямо перед съемкой. И у нас будет еще психолог Суворовского училища, который приведет с собой несколько семей суворовцев с мамами. Вот. И еще у нас журналист у нас будет, да, который будет записывать небольшой дополнять мини-истории рассказ о каждой каждой семье. героини. Потому что в дальнейшем, в Дагестане, например, этот проект пошел дальше. Это переросло в фотовыставку, которую проводят в школах, гражданско-патриотическое такое воспитание. В общем, проект набрал обороты, и та девушка, которая его снимала, она, помимо того, что С ней показывать тоже фотографии, консультировались, да, она небольшая сказала, какая-то история надо. каждой семьи. Можно без имен, просто вкратце, что, допустим, вот в нашей студии сейчас Сусанна, она супруга военнослужащего, и вот немножечко о ней, например. Но съемки еще не начались, Съемки да? будут 12-го, воскресенье. А какое количество людей уже отозвались? Уже 22 человека у нас есть, мы 22 рассчитываем до 30 семей, по Сусанна, вы- времени. Ага, вы как узнали об этом проекте? Узнала от подруги, тоже жена героя.
Но она сказала, что уже нет в этом городе, поеду в Пятигорск. Она оттуда родом сама. Я говорю, я бы тоже хотела, мне было бы интересно. Спросила супруга, он говорит, я не против, это очень интересный проект, почему нет? Мы посмотрели в интернете. Ну и все. А потом, я не знаю как, но он узнал номера Дианы, скинул мне. Кто-то из знакомых, да? Да, и мы вот буквально сегодня я созвонилась с Дианой, записались. Я уже думала, наверное, опять мест не будет. Ну вот успела. Это было прямо даже перед вот к проектом, вам. вот Это прям вот буквально за минуты до того, как мы уже сюда собираемся. Случайно. Все, да, очень все случайно. Тут нам, оказывается, тоже было бы хорошо, чтобы была у нас участница, и вот она с нами. У вас супруг, вот мне хочется чуть, чтобы вы рассказали о своей истории, да, какая это история, давно ли вы с супругом? Да, Да, с супругом мы много лет вместе, с 2008 года. Он из семьи военнослужащих, его воспитывали в патриотической семье. Он всегда мечтал быть военным, ну, насколько это дети понимают. А попал сколько после детей училища у во вас? Владикавказ сразу. У нас двое детей. И вот мы 15 лет тут служим, влюбились в эту республику с первых дней, можно сказать. Первые годы было очень тяжело, было сложное время во Владикавказе тогда, и подрывов было много, нам было тут страшновато. А потом вот со временем, конечно, здесь и республика, и Спокойно. город стал очень спокойно, да. А вот что еще вам рассказать? Как изменилась ваша жизнь вот с началом спецоперации? Ну, как на до и после, наверное, это банальная фраза, но это по-другому не сказать. Он был и в других горячих точках, в Ингушетии он был молодым лейтенантом, тоже это очень сильно тогда отразилось на психике. Все-таки все это тяжело наблюдать. Оно вроде успокоилось, а тут это же все было нежданно для всех, наверное, в нашей стране, даже для военнослужащих. Это как шок, и вообще никто никогда не готов морально, с нормальной психикой, человек не готов к войне. Очень было тяжело, ну как-то мы готовились к тому, что мне папа говорил, вот ты выходишь замуж за военного, ты должна понимать, как будет тяжело с первых дней. Поэтому, ну, спокойно, как бы я старалась не истерить, поддерживать его, ну, в несколько дней раз, если получалось, звонить, там эти полминуты, 1 минута, жив, и как бы вот этим мы жили эти 4 месяца, когда он первые месяцы там был. Ну, Да. сейчас все ждут. А вот этот проект, вот он, как вы считаете, чем он станет ну, для тех, кто там, да, на спецоперации, вот этот проект для них? Ну, Поддержка. вот с первых дней даже письма писали дети, им они доходили. И многие откликались, что это очень приятно, это очень трогает за душу. Когда родные дети писали письма, они даже просили, чтобы этого не было, именно от родных, очень тяжело. А это, вы понимаете, для них это все как психологическая поддержка, потому что, ну, как адаптация к жизни, что ими гордятся, это важно, потому что они выполняют нужную функцию для нашей страны, ее защищают, потому что все со всех сторон против нашей страны, думают, что мы агрессоры, а на самом деле же никто не хочет войны, никто, все хотят мира, и все только добиваются мира. Поэтому для них это что-то очень приятное, что их семья участвует, что они не стесняются показать, что вот мы жены, мы дети. Почему нет? Надо же молодежь приучать к тому, что есть хорошие семьи, прекрасные молодые семьи вообще в нашей стране, потому что идет тенденция к тому, что вот молодежь, молодежь, молодежь и ничего хорошего. Пусть видят люди, что все прекрасно, что во все времена есть хорошая молодежь, есть гордость. Мы гордимся нашими мужьями, это самое важное. Ну, мы верим, что они нас защищают, что нам будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо, Диана. Как вам кажется, вот этот проект, чем он важен? Ну, это поддержка, во-первых, идет наших девочек, красивых, прекрасных, лучших. Это поддержка наших мужчин, которые находятся там, потому что благодаря этому проекту они как-то, знаете, как этот китель, который символизирует сам процесс съемки, он как бы идет, делает их ближе, делает их через фотографию, они как-то, кажется,
просто они нужны друг Что другу, они и всё, вместе, да, и да? вместе. Что они вместе. Есть ли будущее у этого проекта? Обязательно, это 100%, потому что он уже идет по всей России практически. Он на таком уровне, который, ну не знаю, невозможно его не поддержать. Просто он нужен всем, я считаю, и везде полностью по И в стране. будущем тоже, да? 100%. Когда и закончится, в принципе, я думаю, дай бог, чтобы она Обязательно. быстро закончилась, Будем этот надеяться. период. Но и в будущем он нужен, да, Кажется, Юрий? именно потом в будущем он и нужен, этот Больше проект даже. для детей. Вот. Сейчас мы пока не понимаем, сейчас все страшно. Просто все в шоковой ситуации. А в будущем, вот мы, Бессмертный полк, же участвуем в нем. И это очень приятно бывает. Я детей брала, делала фотографии дедушек, мы ходили по проспекту Мира. Мы с Юрой вообще боимся снимать Ну, этот для даже будущего проект пока из-за нет. того, что там очень тяжелые судьбы, очень тяжелые семьи, очень тяжелые ситуации. Вот это вот все. И мы уже морально готовимся, думаем, боже мой, как это Несколько все, вот да, просто у нас даже... В Суворовском училище несколько семей даже отказались участвовать. Да, да, именно такое. по той причине, что ну, очень больная тема. Ну, там, к сожалению, уже не вернутся отцы. И дети вроде хотели, а матери еще не готовы на эту тему беседовать, и тем более, наверное, фотографироваться. Так что разные судьбы, разные. К сожалению, не знаем, кто к нам еще придет, но будем готовы и рады каждой героине. Постараемся с каждой индивидуальный подход найти, как-то, как можем приободрить. Вот жаль, что, конечно, выставку невозможно организовать там, на Донбассе. А здесь, во Владикавказе, где она будет находиться? Мы Территориально? думаем, где мечеть. Ну, Как бы ближе, наверное. это пока проект. Да, но мы Надо пока еще- это время всё в пока не планах. известно. Пока мы не знаем. Мы сначала должны провести этот фотодень, а в дальнейшем уже... Это все планы, все в планах, да. Это просто мы смотрим, Далеко например, идущие планы. Дагестана и думаем, что почему бы в нашей республике не сделать то же самое. А как это будет уже на самом деле, Реализовываться. покажет время, да, после того, как у нас будут уже готовые снимки, готовые истории, и как-то это все уже в какой-то... По Если- крайней мере, мы все готовим для этого. Мгм. Если сейчас вот наши телезрители, кто-то хочет тоже поучаствовать в проекте, Пускай звонит. да, скажите, С пожалуйста, радостью. куда, как Обязательно пускай обращаться? звонит, да, мы Пускай, оставим контакты. если можно, наши контакты Да. А вы оставить. можете вот Будут. сейчас на камеру, да, продиктовать? Номер Значит, телефона. номер телефона мой пока 928 49 49 100. Я Диана и Юра. Юра 960 406 18 18. Да, у нас еще остались У нас- немножко мест, так что мы с удовольствием всех примем. Мы И будем ждать. планируем Какое охватить количество? около 30 семей. Ну, физически мы просто Нам не еще успеем 8 мест. больше. У нас осталось 8 У нас- мест по планам, как мы хотим, потому что, да, рассчитывали на 30 семей, 22 семьи у нас уже есть. Так что еще немножко места у нас как-то мы рассчитываем. Если кто-то Да. захочет, будем рады. Спасибо большое. Спасибо, что пришли сегодня в студию. Спасибо за ваш такой... Но я скажу, это тоже вклад в нашу общую победу. Спасибо вам Спасибо за вашу вам. работу. Спасибо. У нас реклама. Далее продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем эфир. 2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. Это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Сегодня в Северной Осетии официально был дан старт году педагога и наставника. Что запланировано и на что будет сделан акцент, поговорим с временно исполняющей обязанности ректора Северо-Осетинского государственного педагогического института Аланой Гагиевой. Добрый вечер, Алана. Добрый Спасибо, вечер, что пришли к нам в студию. Ну вот мы говорим о престиже учителя. Вообще, как прошло открытие сегодня? И прекрасно. Кто принимал Для участие? педагогов создали такую праздничную, приятную обстановку. Я думаю, каждый почувствовал себя звездой на этом празднике. Праздник Да, безусловно, были представители с органов исполнительной власти, глава республики, представители администрации местного самоуправления. Но самые главные гости — это были наши педагоги.
И на этот праздник были приглашены педагоги, которые имеют большой стаж педагогической деятельности, 50 лет и более. Наши руководители образовательных организаций, которые участвуют во всех проектах и мероприятиях системы образования, представители династий педагогических. У нас, оказывается, когда мы стали проводить исследования, у нас, оказывается, династии есть, которые 400 и более лет. Да, это династия Белогуровых, династия Караевых 209 лет. Да, все очень интересно. Ну вот о том, что нужно повышать престиж педагога, мы говорим и в этой студии, и на этом телевидении говорили, мы постоянно об этом говорим. Вот как-то сегодня меняется отношение и в лучшую сторону, наверное, к педагогу? Я думаю, да. Я вижу позитивные изменения. Безусловно, вы правильно отметили, это системная работа. Это не то, что вот в этом году мы вдруг решили повысить престиж педагога. Это системная работа, которая ведется и на уровне Российской Федерации, безусловно, на уровне нашей республики. В чем позитивные изменения? В том, что наши педагоги создают сообщество. Они хотят общаться, они создают ассоциации. Вот сейчас на пути ассоциация воспитателей. Прошел конкурс «Воспитатель года», региональный этап, и воспитатели прям жаждут собраться в ассоциацию, чтобы делиться своими идеями, наработками педагогическими. Еще радует, что у нас создана ассоциация молодых педагогов по их инициативе. Они самостоятельно создали свою ассоциацию. И буквально сегодня у нас была практическая часть открытия года педагога и наставника. Это фестиваль педагогических идей. Он прошел у нас на базе пединститута и педагогического колледжа. Приняли участие в этом фестивале 200 человек. Это были представители педагогических направлений нашего института, СОГУ и педагогического колледжа, а также учащиеся педагогических классов. Ребята прошли по мастерским, и спикерами были как раз-таки представители ассоциаций. Кто, как не молодой педагог, может привлечь в профессию. А еще и такой классный, перспективный, целеустремленный. Согласна. Но вот если раньше, допустим, была, в мое время, раньше была проблема учитель-ученик. Сегодня появляется... Да, и когда проблема у учителя возникала с учеником, он вызывал родителей. Естественно, родители были на стороне учителя. Сегодня, мне кажется, вот здесь добавляется проблема еще и нет общения с родителями. Есть такое, что многие учителя жалуются на родителей, потому что у родителей как будто вот вседозволенность, что ли, какая-то появилась, или как, как-то вот учителя так объясняют. Я общалась до эфира, и мне говорят, вот слишком как-то они стали то ли свободны, да, в своих высказываниях, в своих действиях. С одной стороны, может быть, это, да, неприятно, но с другой стороны, это же правильно, но почему мы не должны быть свободны? Вот этот мостик как наладить? Во всех сферах деятельности это, безусловно, наблюдается. Есть даже такой термин «потребительский экстремизм». Да. И мы обучаем молодых педагогов взаимодействию с родителями, приглашаем спикеров для эффективного налаживания контакта молодых педагогов именно с родителями. Родитель – это наш партнер. И ставить его в противовес ни в коем случае нельзя. Безусловно, родитель хочет защитить права и интересы своего ребенка, и это правильно. Вы знаете, я думаю, что... Алан, вот я помню в наше время, но не было такого, чтобы родители заступались за ребенка. У меня была такая же ситуация. Моя мама говорила, учитель всегда прав. Вы знаете, как было обидно? Мне было обидно, что она за меня не заступается. Я не хотела никаких конфликтов, безусловно, но, возможно, это правильно. Дело не в конфликтной ситуации. Дело в том, как правильно учитель построит диалог с родителем. И этому тоже нужно учиться. Сейчас этому нужно учиться и директорам образовательных организаций, и всем учителям, классным руководителям. Это первые люди, которым этому нужно учиться. Это направление твоей работы, это определенный функционал и компетенция, которые просто нужно овладеть. На самом деле родителей просто нужно понять. Нужно понять, с какой болью они пришли, и попытаться решить эту проблему. Вот и все. Если мы изначально субъекта образовательного процесса воспринимаем как врага, а не партнера, у нас никогда не будет диалога. Мы должны воспринимать родителей как партнера, с которым Конечно, мы это все передается вместе. и детям, и дети воспринимают тоже врагами. Да. Учителей. В какой момент вот эта переломная ситуация произошла? Я неоднократно, Ирина, говорила в этой студии и скажу и сегодня. Престиж педагогической профессии – это дело учителя. Когда вы своим обликом, своим поведением, своим профессионализмом несете престиж своей профессии,
Ни у кого из субъектов образовательного процесса не будет возможности как-то принизить ваш статус. Поэтому мы все будем этому учиться, мы все будем профессионалами и наладим взаимодействие. Что для вас сегодня значит учитель? Для меня учитель – это фундамент всего общества. Я всегда это говорю. И я веду у студентов дисциплину, которая называется «Основные методы и методики преподавания юриспруденции, правда, в высшей школе». И как-то мои магистранты мне сказали, вы, говорит, первый человек, от которого мы услышали, что быть учителем – это так здорово. На самом деле у учителя великолепная, огромная мощь. Это субъект, которому посильно все. Умы наших детей, развитие наших детей, мировоззрение наших детей в руках у учителей. Мы можем переворачивать мир своей профессией. Поэтому, если позволите, я пользуюсь случаем и пользуюсь эфирным временем, поблагодарю всех своих учителей, куда мне посмотреть. Я скажу вам всем спасибо. Спасибо всем моим воспитателям, моим педагогам, которые повлияли на мое становление. 42-я школа, 22-я школа, Владикавказский институт управления, Центр образования «Интеллект». Благодарю вас. Мы тоже благодарим вас за такого прекрасного человека. Алан, вот какие-то мероприятия уже прошли, связанные с годом педагога и наставника? У нас насыщенный план реализации мероприятий, и мероприятия уже начались. Начались они с января. Начались с анфилады конкурсов профессионального мастерства. У нас уже есть результаты конкурса «Учитель родного языка», региональный этап воспитателя года, уже есть результаты. Сейчас идет конкурс «Учитель года», и 17 марта стартует педагогический дебют. У нас прошли крупные форумы в рамках года педагога и наставника. Форум классных руководителей прошел у нас 28 февраля. Прошел форум воспитателей кадетов, который также анонсировался, в том числе и на вашем канале. Вот это такие крупные мероприятия. И, безусловно, весь этот год сопровождается акциями в средствах массовой информации, в социальных сетях. Это то, что прошло. Да. Будет? Ой, планируется очень много. Да. Но хочу отметить, что мы, когда готовили этот план оргкомитетом, мы старались сделать так, чтобы этот год стал праздником для педагога, а не дополнительной нагрузкой. И обращались ко всем органам местного самоуправления, чтобы они при формировании своих планов тоже это учитывали. Потому что самое главное, чтобы учитель на самом деле почувствовал свою статусность и благодарность от всех, чтобы он это понял, услышал и принял. Мероприятий будет очень много. Мероприятия будут среди учащихся педагогических классов. Будет проектная деятельность, посвященная ветеранам педагогического труда. У нас будет проект «Учитель в поход» по местам жизни и славы наших учителей. Планируется создать учительский сквер, где будут представлены великие наши учителя, издать сборник «Заслуженные учителя Северной Осетии». Планируется проводить фестиваль для наших управленческих команд, для наших директоров, форум, чтобы они обменялись своими практиками, чтобы они почувствовали, что они одно большое сообщество. В общем, много всего интересного. Я думаю, что мы в 2023 году неоднократно будем встречаться и обсуждать все наши мероприятия. Прекрасно. Вот помните, когда началась ковидная история, да, и очень многие боялись, что учитель больше не будет в школах работать, что что-то будет онлайн-обучение, какие-то, может быть, видео, да, обучение. Тем не менее, как мы сегодня видим, что ничего не меняется, школы есть, и слава богу, и учителя тоже. И я думаю, что никакие такие новые образовательные технологии, они не заменят талант и мастерство педагога. Поэтому вам спасибо большое за ваш труд, удачи вам в вашей работе и, конечно, рада вас видеть в этой студии. Спасибо, Ирина, спасибо большое. Спасибо, это все на сегодня. Впереди выходные, проведите их с пользой для себя, для общества. Всего вам доброго, до встречи.